Всем добрый день! Приветствую вас у нас на канале Осторожно Вирус. И, как обычно, не день без происшествий. Только вчера Светлана Георгиевна у себя в телеграм-канале говорила по поводу того, что они готовы слушать альтернативное мнение. Конечно, связывайтесь с ними. Как сегодня Коваленко Сергей пошел на мероприятие к нефти для того, чтобы задать вопросы по поводу России и по поводу 30 миллионов. Конечно же, все там от него начали прятаться, люди начали его называть провокатором, его выгнали с этого мероприятия, и, в принципе, все это видео вы увидите сами. О каких вообще можно разговорах с ними говорить, если только вчера Светлана Георгиевна клятвенно обещала, что вопросы можете задавать. Вот Сергей сегодня и задал вопросы. И я вам напомню, кто такой Сергей Коваленко. Сергей Коваленко, член консервативно-христианской партии БНФ, КХП БНФ, родился 16 января 1975 года, житель Витебска, частный предприниматель, занимался ремонтом помещений на заказ, отец двоих малолетних детей. После волны репрессий за площадь 2010 года поднял многим людям настроение. Как раз на Рождество вывесил на вершине 40-метровой новогодней елки на центральной площади Витебска национальный белорусский флаг, считающийся знаменем сопротивления господствующему режиму. Это случилось примерно в полдень 7 января 2011 года. Хроника преследования. Сергей был задержан в тот же день около 13 часов на площади Победы в Витебске. Через 3 дня, 10 января, согласно постановлению прокурора города Витебска, Коваленко был перемещен в СИЗО на 2 месяца. 13 марта 2011 года был освобожден под подписку о невыезде. Приговор Сергея Коваленко вынесен в Октябрьском суде Витебска. Гособвинитель Дмитрий Рудаков просил для Сергея Коваленко 3 года химии. Судья Евгений Бурунов приговорил его к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также суд обязал Коваленко выплатить моральную компенсацию милиционерам Иванову и политику по миллиону, а также Максимову 1,5 миллиона, предприятию Горсвет за преждевременную иллюминацию 1 миллион 222 тысячи рублей и 62 тысячи рублей Зеленстрою. Ну, это, следственно, до деноминации. Судья старался завершить процесс 13 мая, однако по причине плохого состояния здоровья подсудимого согласился перенести суд на следующий день. Вызванные в суд врачи скорой помощи диагностировали у Коваленко высокое давление и сделали ему необходимые уколы. Правозащитники с самого начала отмечали, что уголовное дело возбуждено за вывешивание национального флага, политически мотивированное, и принимали меры к освобождению Сергея Коваленко из-под стражи. Перед началом судебного заседания правозащитный центр «Весна» принял заявление в связи с политически мотивированным уголовным преследованием Сергея Коваленко. Второй раз Сергей был задержан по обвинению в нарушении режима отбывания наказания, вынесено ему за вывешивание флага. С 22 декабря 2011 года активист КХП удерживался в СИЗО города Витебска. Еще раньше, 19 декабря, он объявил голодовку протеста. 12 января 2012 года суд Октябрьского района Витебска приговорил Сергея к штрафу в 140 тысяч рублей, признав виновным в хулиганстве, оскорблении инспектора по исполнению наказания, у которого ему нужно было отмечаться. 24 февраля 2012 года судья Первомайского суда города Витебска Елена Жук приговорила Сергея Коваленко к заключению в колонию общего режима сроком на 2 года и 1 месяц. Процессуальные действия долго не могли начаться из-за плохого физического состояния подсудимого, который 2 месяца голодал за решеткой, а также из-за протестов присутствующих людей, которые на следующий день не пустили в зал заседания. После приговора Коваленко вновь начал уже прекращенную им на днях голодовку. Перед тем, как узника перевели в Могилевскую колонию, он успел попасть в республиканскую тюремную больницу и психиатрическую больницу в Новинках. Голодовки Сергея Коваленко в целом длились около 3 месяцев, за которые он похудел на 40 килограмм.
Вечером 26 сентября 2012 года Сергей Коваленко освобожден из колонии номер 19 города Могилева. Политзаключенный был помилован главой государства. Прошение о помиловании Сергей написал под давлением, которое длилось несколько месяцев. Его несколько раз бросали в карцер, а также шантажировали сыном. Этот человек в протестном движении провел больше, чем большинство из людей, которые представляют протест. И его нагло, извините, на этом мероприятии называют провокатором, пытаются отобрать телефон. Я понимаю, что вам очень невыгодная картинка того, что он туда пришел и начал задавать вопросы. Но ответьте, наконец, Россия враг или друг? Сергей считает, что враг, и он пришел задать вопрос. Но вы на него не ответили. Добрый вечер змагарным і разумным беларусам. Сёння раскажу ўражанні ад пахода ў беларускі моладзевы хаб у Варшаве. Мы ўтрох з сябрамі сёння на Божае нараджэнне як бы ў Варшаве вырашылі, што можна пайсці на беларускую імпрэзу, таму што тут шмат што зачынена. І проста вырашылі 3 сябры паехаць паглядзець, што там адбываецца ў асяроддзі беларусаў. Адпаведна, мы прыехалі ў беларускі моладзевы хаб. Брама была адчынена, мы без праблемаў зайшлі ў памяшканне, стаялі там у канцы залі, адслухалі канцэрт, як музыкі адгралі яго да канцу, і як бы на гэтым усё. Амаль. Але пасля гэтага Сергей проста дастаў смартфон, пачаў весці стрым і задаваць нязручныя пытанні розным невераятным, якія прысутнічалі адпаведна ў гэтай зале. І пачаліся цікавыя падзеі, я б сказаў, якія, здавалася б, ужо можна ўбачыць толькі ў Беларусі. Але гэта не зусім так. Сергей пачаў задаваць незручныя пытанні розным знаёмым і незнаёмым яму асобам. Таксама мы ўбачылі там Нексту, так званага, который Стёпа, у якога вялікая ад'етая дупа і лыч за гранты ад розных расійскіх там ці якіх бенефіцыараў. Я задаў яму пытанне, ці меў ён мазгі, калі людзей хапалі і катавалі іх у Менску. Ён нічога не казаў пра гэтых зняволеных, ён казаў, выходзьце на наступныя выходныя пад дубінкі і займаўся всякай такой хернёй. Я яму задаў пытанне даволі так, скажам, трошку агрэсіўна, ці разумее ён, ці мае ён мазгі, што у іншых беларусаў да яго будуць больш сур'ёзныя пытанні, асабліва тых, которые сур'ёзна пацярпелі, альбо ў каго пацярпелі сваякі. Таксама наш трэці сябр Улад, ён як бы штосьці такога не пытаў, ён проста быў з намі за кампанію. І невераятнае, вельмі хутка нас абляпілі. Хаця я спытаў Нексту пытанне, адышоў у цэнтр залы падалей, каб ён усё зразумеў, і на гэтым як бы ўсё. Я стаяў там у цэнтры, і нас хутка абляпілі невераятныя, пачалі казаць, што выклічаць на нас паліцыю, што ў нас няма квіткоў, хоць брама была адчыненая, ніхто іх не правяраў, у іх аказваецца рэзервацыя, это трэба папярэдне напісаць ім ліст, каб ён прайшоў праверку і, не дай Бог, недзе на чорным спісе, а тады, значыць, вас туды нібы і не пусцяць. Цырк проста, калі беларуская дыаспара недзе за мяжою, калі ўсе народы гуртуюцца, то у гэтых невераятных нейкія спісы, што беларусаў яны не пускаюць. Пачалі, значыць, пагражаць паліцыі, што паб'юць нам лычы і так далей. На што ім заўважу, што я не супраць паліцыі, давайце, няхай паліцыя прыязджае, і ў адказ мы вам улупім, будзем пісаць на вас справу за ілжывы выклік паліцыі. На што мне было сказана, што
паліцыі іх ужо не цікавіць, што яны паклічуць мужчын, которые паб'юць нам морды. Прычым это яны там нават, по-моему, па-расейску заяўлялі, і Сергея там квіткі пыталі і так далей. Ну, цырк яшчэ той, это просто лукашызм. Таксама я не бачу моманта, но пераглядаў відэо, там у Сергея сапраўды хацелі адабраць тэлефон, а калі улад, наш трэці сябар, дастаў тэлефон і пачаў запісваць, рабіць запіс у грамадскім месцы ў дэмакратычнай краіне, то невероятныя пачалі абурацца, што ён вядзе запіс на тэлефон. Ну, это просто смешна. Но я пасля Беларусі убачыў тут такі размах таго, што было ў Беларусі, сярод нібы так званых у двукосі дэмакратаў, што я до сих пор знаходжуся ў культурным шоку. Я думаў, што ну, не так много людзей, што яны, канешне, ёсць, это все зразумела, но я не думаў, што это масава просто. І в канцы канцоў мы адтуль там выйшлі, хлопцы пакрычалі слава Украіне, то бок, што нармальныя, разумныя беларусы бяруць прыклад змагання менавіта з Украіны, што яны не хочуць падстаўляцца, яны будуць біцца. Ну і на гэтым інцыдэнт як бы быў вычарпаны. Но ўсё вы бачылі на гэтым стріме, якія невераятныя і як яны рэагуюць на тое, калі беларусы пачынаюць задаваць ім нязручныя пытанні. Спачатку у іх быў адзін, як яны кажуць, правакатар у двухкосі Сергей, который задаваў незручныя пытанні. Потым у яго заявіліся іншыя сябры, сёння ён быў не адзін, а сёння нас было ўтрох, а хутка нас будзе яшчэ больш. І пытанняў будзе таксама многа, і пытанні будуць задавацца больш сур'ёзныя. Таму жыццё невераятных, ну, яно становіцца больш цяжкім. Таксама я бачыў рэакцыю Нексты пасля таго, як я кінуў рэпліку. Чалавек быў вельмі спалоханы. Я гэта заўважыў і запомніў. То бок, іх вельмі пачынае хваляваць, што беларусы будуць гуртавацца і за мяжою таксама, і адпаведна рэагаваць на ўсе выклікі, которые ім кідае жыццё. Дзякую за ўвагу. Як вам тусовка? Як Тихановська гранти заробляє? Тепер я веду, як Тихановська гранти заробляє. Ну, я не один такой желаю. Так. Здорово, блогер. Что тут робишь? Ну что вы рассказываете? Так, Тихановська, як там гранти заробляє? Нормально. Как и ты тоже. Где я заробляю? Антироссийские гранты. Я, да, конечно, я. Мы на Будое заробляем. Так. Пойду далі гляну, як вони тут заробляють гранти. У вас аппаратуры столько много тут. Як у вас тут? Тусовка. Спозднився, поздно прийшов, слухай. О, блин, нехта. О, тут нехта на вас. Як там гранти заробляєте? Чи дає Тихановська гранти вам?
Привітання, Сергій. Привітання, ці дай Тихановська гранти. Ну, на жаль. Ці є толки які-небудь від Тихановської? Хера закликал людей, коли людей хапали, ты сказал, выходите, молодцы, молодцы. Покажите билет, пожалуйста. Для мозгами. Здравствуйте, с билетом. Есть у вас? Корень квадратный 100 сколько будет? Сережа, Корень квадратный 100. Сережа, тут вход по билетам. У меня есть билет. Покажите. А может, А кто вы такая? я здесь работаю. Кем? Администратором помещения. Покажите билет, пожалуйста. Якого поміщення? Белорусского молотого хаба. Як там Тихановська гранти дає? Сережа, у вас нет билета. У меня есть билет. Покажите. Я вам не покажу. Ну, Вы- да, мне придется вас спросить. Ненадежный человек. Сережа, пожалуйста, покиньте помещение. Я администратор этого помещения. Покиньте помещение, у вас нет билета. Билет покажите. Хорошо, я вызываю полицию. Потому что здесь нет Камера, билета. да, бэнд. Пожалуйста, предъявите билет. Предъявляйте билет. Вы перемогли? Ребята, если нет билетов, на выход. Так надо было раньше. Вы сейчас начинаете снимать, пожалуйста. Должны еще на входе были стоять? Пожалуйста, будете находиться за территорией без билета. А вы кто такие? Расскажите. Да. Я на концерт пришел. А вы поздно дали билет. А что вы стоите тут? А нельзя здесь стоять? Ребята, сейчас мы выясним, что у вас нет Ну, просто так стоите? Или в охрана? Почему здесь билет? А вы откуда? Хлопцы, вы откуда? Вы с Белсата? Если хотите, вызывайте. Вот Белсат. С кольчиками. Як вас звать? Кто вы такие? Выйдите из помещения. А? Выйдите из помещения. А Нам здесь провокаторы не нужны. Я провокатор. Ну, конечно, кто я. А ви зробили санкції, щоб супроти Білорусі були, а не супроти Росії? А чи ви могли попросити пана вийти з концерту? Навіщо ви зробили санкції супроти Білорусі, а не супроти Росії? Idziemy. Niech pan wychodzi. Ja nie będę z panem dyskutować. Proszę. Proszę, niech pan Чи wychodzi. бачили, яка демократія у нас? Pan nie zapłacił za bilet i jest to nielegalnie, dlatego pan wychodzi. Який білет? А що, білет щоб купувати? To był koncert, proszę. Я myślałem, że Тихановська за дармо wszystko zrobiła. Przepraszam, ale to nie jest koncert pani Cichanowskiej, bo nie, ona nie jest... Но наш вам гранти дає всім. Proszę, niech pan А opuści ви pomieszczenie. по-білоруськи розмовляєте? Wychodźmy. Idziemy stąd. Proszę pana. Ми будемо tańczyć? Ja nie będę z panem rozmawiać, bo pan tu jest nielegalnie, okej? Ну я просто порозмовляти з вами chciałem. Okej, możemy porozmawiać na zewnątrz, ale tu pan nie ma opcji, żeby został. Proszę wychodzić. Proszę pana, ja zadzwonię na policję, jeśli pan nie opuści to pomieszczenie. Proszę. Так а już koncerta nie ma. Jakby to pomieszczenie jest jeszcze w trakcie koncertu. Pan tu się No, będzie nielegalnie. Ja liczę do 10 i dzwonię na policję. 1, 2, 3. Я хотів... Proszę. Proszę. Ja dzwonię na policję, jeśli pan nie opuści pomieszczenie, naprawdę. Bo to jest koncert i pan nie zapłacił za bilet. Proszę, wychodźmy. Wychodźmy. Задаром гроши дай. 30 дали 30 миллионов Тихановской. Что нельзя задарма на концерт? To nie jest oficjalne. Еще агентуре дали миллионы долларов. Нам дали миллионы долларов. Tak, Nie вам. Stop. Ja dzwonię Тихановская. na policję. Чему Ja вам dzwonię na Тихановская не policję, дала jeśli pan- миллиардов? Proszę, ja nie... Почему вам не дала? Czekaj. Ну мне Ej, не дают. Ну так... А вам чему не дают? Вы же за я супротив. proszę, Ja proszę super pana. Cichanowskiej. Proszę pana, niech pan opuści День pomieszczenie. добрый. А вы что пришли? Сергей без билета у нас. Proszę pana. Короче, пошли. Давай сюда телефон. Да.
Бегом! Провокатор! Где флаг? Пошли, пошли. Чему Тихановская не дала 30 миллионов? Идите, пожалуйста. Что ты цирк какой-то устроил? Что ты цирк? Какой цирк? Не, ну а чему Тихановская? Заберите Володю. Забирайте Володю. А ты что, остаешься? Я сейчас тоже пойду. Ну то идем, едем. Дайте, пожалуйста. Слава Украине! Слава Украине! Героям слава! А вы куда? Вы Пошли куда? это... Что? Путин, хуй! Я тут еще погрею. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Путин хуйло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Путин, хуй! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Агенты! Путин хуйло! Путин вор! Не, вор хай крадет. Путин хай... Хуйло! Путин хуйло! Можете сказать, что Путин хуйло? А я скажу... Тебе дозволяю вам Тихановская. Путин хуйло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Путин хуйло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Путин хуйло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Путин хуйло! Ла-ла-ла! Ганьба здрадникам! Ганьба провокаторам! Які для Білорусі зробили санкції! Путин хуйло! Тихановская это шестерка Путина! Шоха Путина! Да! Правда, Это вы провокаторы! провокатор, Болваны! заборонить! Маем право! Белсат это проститутки! Дем СМИ проститутки! Проститутки, шлюхи! Ничего, ничего! Я еще в Инстаграм закину это. Ну, Сержу, розумієш, я Путин хуйло! Сержу. Я кажу, а ці білети, ці не маєте. Ну, що, Что? Что ничего? Что продается? Где белорусская мова? Где мова белорусская? мови нема. Москали. Ну, приклад беріть з українців, вони на своїй мові розмовляють. В морду получишь. А це що ти Да ты чё ты? Да, Да да в ладно? морду ты получишь. Ну, іди А чё ты отсюда. такой Слухай, москаль? Це тобі, блядь. Чё ты москаль такой? Це москаля, блядь. Москаляку на геляку. Хто не скаче, тот москаль. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Путин хуйло! Путин, хуйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Погнали. Пошли отсюда, блядь. Це, блядь, гундоли, блядь, москальські, блядь. Це нахуй. От українці, блядь. Москалятня. О, а это, блядь, це гондони москальські.